В эфире итоговый выпуск новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Пожары угрожают населенным пунктам Момского района. Для помощи в тушении направили авиацию. Жители Жатая вынуждены терпеть неприятное соседство с лошадьми. Выход на хозяев не дает результатов, а в местной администрации лишь разводят руками. Поселок Большой Хатыми в Нерюнгринском районе оказался в изоляции. В этот раз не пандемия стала причиной, а банальное отсутствие общественного транспорта. Лесные пожары вплотную подошли к селу Хану Момского района. С раннего утра жители села стали бить тревогу. Огонь оказался в километре от расположенной близ населенного пункта нефтебазы. По поручению главы республики в район вылетел самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с 15 сотрудниками лесопожарных формирований. Очаг близ Хану был обнаружен 7 июля. Через 2 дня его локализовали, но накануне огонь возобновился. На защиту непосредственной самой нефтебазы мы приняли тоже дополнительные решения, выставили 2 караула государственной пожарной службы, но после обеда мне докладывал начальник нашего подразделения, угроза нефтебазы в настоящее время не существует. Сейчас в районе нефтебазы организовано круглосуточное дежурство. Пожарный трубопровод находится в исправном состоянии, пожарные резервуары заполнены водой. Сейчас основные силы брошены на локализацию части пожара, которая идет непосредственно в сторону населенного пункта. С очагом борются порядка 100 человек и 20 единиц техники. Дополнительный караул выставлен у объектов аэронавигации, которые также находятся близ села. Теперь об эпидобстановке. 41 новый случай коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщила Ольга Балабкина. 34 человека в Якутске, 3 в Мегино-Кангаласском, по одному заболевшему в Нерюнгринском, Намском, Аймиконском и Хангаласском районах. Таким образом, с начала пандемии в Якутии зарегистрировано 5324 зараженных коронавирусом. Обращая внимание, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня в таких районах, как Нерюнгринский и Мегино-Кангаласский, поставлена задача еще усиления соблюдения норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим, соответственно, оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий для того, чтобы жители могли жить в наших новых условиях, которые отвечают этим стандартам. Почти 800 жилых домов газифицируют в Якутии в этом году. Для этого в регионе построят почти 31 километр газовых сетей. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и геологии, строительство планируется в рамках региональной программы газификации населенных пунктов. Начнется работа с села Талон Чурапчинского района. За 5 лет планируется провести газ в 14 населенных пунктов, построить почти 300 километров газовых сетей, реконструировать и модернизировать 425 километров. Из государственного и внебюджетных источников предусмотрено более 1 миллиарда рублей на эти цели. Вот уже 5 лет жители Жатая вынуждены терпеть неприятное соседство. Место у свай их дома облюбовали лошади. Администрация округа только разводит руками. Регулировать вопрос необходимо на законодательном уровне, однако как таковых механизмов нет. Саргалана Неустроева разбиралась в ситуации. Неприятный запах, громкое ржание и раскиданный по всему двору мусор из контейнера. Все это стало буквально головной болью жителей дома по улице Строда. Такое соседство сказывается не только на запахе в квартирах, но и на здоровье самих жителей. Кони ходят, гадят, невозможно уже открыть окно. У меня астма, я задыхаюсь. Окно открою, у меня на запахе аллергия. Все, у меня 2 раза был астматический приступ. Я вызывала скорую, не могла никак сама его купировать, этот приступ. Вот таким нехитрым способом местные жители попытались оградить себя от соседства с животными. Но даже эта колючая проволока не спасает их от опасного соседства. Как утверждают жильцы, все это лишь временная мера. Лошади рано или поздно все равно оказываются под домом. Более того, если доступ туда закрыть, то спасение от жары животные находят во дворах и у детских площадок. Пусть хозяева лошадей
следят за ними, нанимают пастуха или что-то. Пусть администрация арестовывает этих лошадей. Ну какой-то закон должен быть. Почему мы, люди, должны страдать-то? Ну невозможно ведь уже в конце концов. Другой вопрос, почему о безопасности жильцов не позаботилась управляющая компания и администрация города. Первые, вероятно, попросту не могут найти средства на постоянную уборку территории. У администрации же и вовсе нет никаких законных оснований для привлечения к ответственности хозяев лошадей. К сожалению, у муниципалитетов на сегодняшний день нет рычагов воздействия, действенных рычагов воздействия на владельцев данных животных. Потому что в Кодексе об административных правонарушениях данные полномочия не прописаны. И штрафы за безнадзорно пасущихся сельскохозяйственных животных на общественных территориях в населенных пунктах, вообще в населенных пунктах, а не на пастбищах, они не предусмотрены законодательством. Очевидно, что необходимо создание нового закона, который бы регулировал правила выпаса и прогона сельскохозяйственных животных как в городе, так и пригородных поселках. И такая инициатива проявлялась. В 2019 году народный депутат Павел Ксенофонтов отправлял запрос в правительство, однако он был отклонен. Пока получен отказ, я так понимаю, сейчас в данный момент надо вообще подходить комплексно к этой ситуации. Почему? Потому что у нас вот эти вот лошади и так далее, они гуляют не из хорошей жизни. Потому что нету понятия вообще выгула, там, допустим, тех же лошадей, пастбища и так далее, вот частей города. То есть нету таких мест, где их можно было бы отпускать. У нас на сегодняшний день это практически не регулируется. Практически не регулируется. И вот хозяева вот таких вот лошадей там и так далее, они, скажем так, потеряли, скажем, бдительность и немного все-таки безответственно относятся к своим лошадям там и так далее. Проблема не решается даже зимой. В холодную пору бедные животные вынуждены искать пропитание на помойках. Кроме того, от голода лошади становятся агрессивными и в любой момент могут напасть не только на взрослого, но и на ребенка. Саргалана Неустроева, Илья Срамятников, Якутск. Также в нашу редакцию обратилась женщина с просьбой о помощи. Поселок Большой Хатыми, в котором она проживает, находится в 2,5 часах езды от города. Микроавтобус «Газель» выполняет один рейс в 2 дня. И хоть обычно пассажиропоток небольшой, бывают дни, когда он не может вместить всех пассажиров. Тогда людям приходится оставаться и ждать следующего рейса. Александра Цыбикова разбиралась в ситуации. Главная просьба жителей поселка Хатыми заключалась в том, чтобы им отправляли большой автобус. С их слов, из-за территориального расположения в магазинах поселка нет таких необходимых вещей, как детское питание, памперсы. За этим они выезжают в город. Бывает, что маршрутный автобус не может вместить всех с колясками и покупками. Но со вчерашнего дня на этот рейс выходят и большие автобусы. Вчера автобус большой пошел и ехало всего 6 человек. Но и бывает, что когда ездит и 16 человек, здесь также работают люди вахтовым методом, они также едут все на вокзал и прочее, и прочее. Просто не хотелось бы, допустим, поехать в город и остаться там на 2 дня, чтобы ждать следующего автобуса, чтобы нам места не хватило. Просто есть моменты, когда кассир говорит, что мы билет больше не продадим, и приходится оставаться, а ночевать, допустим, нам негде там. Как нам быть? Мы спросили у властей района о возможности сделать маршрут ежедневным, на что получили вполне логичный ответ. Автобусы ходят именно по такому графику. Это связано с теми пассажирами, которые ездят вот именно в этих направлениях. Вот для примера, если сказать, на сегодняшний день утром из Хатыми доехало 2 человека, 2 пассажира, да, и пока продан билет на 18-часовой маршрут 1. То есть, если выполнять каждый день, то есть ежедневные маршруты, наверное, это будет неправильно. Помимо этого, жители района обеспокоены вопросом полной отмены маршрута номер 201 Йенгра-Нерюнгри-Золотинка. Как нам пояснили в администрации, это была вынужденная мера для сохранения безопасной эпидемиологической обстановки. Разговаривали с жителями поселений на предмет того, чтобы они понимали, что сложившаяся ситуация – это крайне очень серьезно. К сожалению, 1 числа ряд ограничений были сняты, и мы с 1 июля 2020 года начали выполнять данные перевозки по данным маршрутам.
И получили, что получили. У нас произошло 6 случаев заболевших этой болезнью в селе Иемня. Значит, решением оперштаба было принято решение ввести вновь ограничительные меры. Значит, будем смотреть по ситуации. Как только ситуация будет улучшаться, мы, конечно же, оперштабом эти меры отменим. Стоит напомнить пассажирам о безопасности и сохранении здоровья, о том, что во всех городских и междугородних автобусах продолжает действовать масочный и дезинфекционный режим. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нюрнберг. 5 дипломов пополнили копилку наград айхальских мастериц. В этом году конкурсы национального народного творчества ко дню праздника Исех проводили в онлайн-формате. Конкурсанты запевали, шили костюмы, играли на хамусе, но наибольшее количество наград получили за работу над национальными костюмами. Оксана Мезенцева примерила на себе творчество мастериц. Людмила Семенова аккуратно выкраивает детали одну за одной. На пошив национального наряда уйдет неделя. Пока рукодельница корпит над кыгыйчиком или жилетом. Это обязательные элементы якутского костюма. Мастерица использует только качественные ткани. В этот раз счет из гипюра на подкладе. Готовый жилет украсит бисером. Я шитьем увлекаюсь очень давно. Шью почти все. Детскую одежду, женскую, мужскую. 5 лет назад Людмила Семенова объединилась с другими мастерицами. Вместе создали клуб «Симэх». Рукодельницы шьют национальные костюмы для друзей и родных. С работами выезжали на республиканские и даже международные выставки. В этом году из-за пандемии коронавируса в конкурсах участвуют онлайн. 2 недели назад завоевали 5 наград на районном конкурсе. Мастерица клуба Мариана Севцева победила в номинации «За преданность национальным традициям». Костюмы рукодельницы оценили. Моя старшая дочка Диана играет на хамусе. И вот я для нее шила костюм этим весной. Она участвовала в конкурсе «Полярная звезда». Вот. Для этого я шила этот костюм. И второй костюм для средней дочери. Костюм в образе цветка сарданы, якутского цветка. Опыт рукоделия и сложившиеся традиции мастерицы передают и молодому поколению. Юные Екатерина и Елизавета Рожины увлекаются игрой на хамусе. В конкурсе тоже участвовали. В направлении якутский фольклор близнецы стали лауреатами. Работы мастериц клуба «Симэх» отметили и в направлениях стилизованная семейная и коллективная одежда. А Людмила Семенова стала обладателем гран-при. Награды займут места на полках. А мастерицы снова погрузятся в мир творчества и превращений. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.